Пьяный таможенник против трезвых милиционеров. Ночью за руководителем Каховской таможни на Херсонщине началась настоящая погоня. Он пытался убежать от милиционеров. Таможенника задержали. Подробности знают наши корреспонденты. Внедорожник Hyundai участники блокады Крыма, представители правого сектора и милиции остановили на посту поздно ночью. Машина ехала со стороны админграницы с Крымом. Участники блокады учуяли запах спиртного. Он сказал, что его зовут Сергей, что он начальник таможни. Больше информации не давал. И ждем ГАИ. ГАИ составляет протокол, забирает его, не забирает, эвакуирует. Вы же понимаете, сейчас кто-то с кем-то начнет договариваться. За рулем водитель вышиванки. При виде телекамеры прячется и закрывает окна машины. Я говорю, стекло не трогаем. Представьтесь, пожалуйста. Стекло не трогаем, хорошо? Представьтесь, пожалуйста. Спасибо. А при виде машины ГАИ водитель вовсе решил скрыться. Давай, догоняй! Беглец далеко уехать не смог. Через несколько километров сотрудники ГАИ его догнали. Говорят, он мчал со скоростью 200 километров в час. Можно как-то камеру, свет выключить? Водителя с признаками опьянения решили отвезти в Геническую районную больницу на медосвидетельствование. Вы уже один из, наверное, 20, который хотел моих детей сиротами оставить. Вам не стыдно, Сереж? Или работнику госучреждения все можно? Освидетельствование проходило за закрытыми дверьми, без телекамер. Двери откройте, пожалуйста. Там уже беглец и рассказал, кем и где работает. Где и кем работаете? Я исполняю обязанности начальника таможенного поста. Мытного поста Каховка, запятая, Херсонская мытница. Херсонская с большой буквы. Мытница, ДФС, 3 буквы, большой буквы. Державная фискальная служба Украины. Фамилия, имя, отчество, Степовый Микола Петрович. Задержанный водитель утверждал, ничего из спиртного не пил. А что пил сегодня? Из жидкость? Ну да. Компот пил. То есть алкоголь вы не пили? Алкоголь нет. Однако алкотестер показал другой результат. Первый раз 2,2 промилле. Во второй раз, через 15 минут, показатель стал еще выше. Угу. 2,97. А допустимая норма всего 0,2 промилле. Освидетельствование показало опьянение беглеца, превышающее допустимую норму почти в 15 раз. Вы с заключением согласны, нет? С первоначальным, да. А? С первоначальным, да. С каким? Ну, который вот... Ну да. Алкогольное опьянение, что первое, что второе. Одно и то же. Я говорю, с первоначальным, да. Ну первоначально 2,22 вот записал. Тут заключение, алкогольное опьянение. Ну, это подпишу, конечно. Вы понимаете, что людей чуть не задавили? Понимаете? Нет, люди под машину заходили. Так они же вас остановили, это пост был. Двери освободите, пожалуйста. Уже на посту ГАИ на пьяного начальника таможенного поста Каховки составили админпротокол по 130 статье КоАП, а машину забрали на штрафплощадку. Окончательное решение по делу уже вынесет суд. Либо же арест, либо лишение водительского удостоверения. Ну а штраф, какую сумму, арест, на какой срок? 3400. Арест 7 или 15 суток, вот это я сказать не могу. А лишение прав На год. Водитель причины своей пьяной езды и попытки наезда на участников блокады Крыма так и не объяснил. Активисты блокады готовят заявление. Хотят привлечения чиновника таможенной службы к уголовной ответственности за наезд при бегстве с блокпоста. Шевкет Аматулаев, Алим Абдулхаиров, Асан Аминов, Олег Козыкин, Заман, АТР.